И мы сейчас как раз переходим к блоку диаспор. И нашим диаспорам будет дано слово. Я передаю слово Михаилу. Спасибо, Шура, за то, что передал нам слово. На самом деле, следующие 3 часа мы проведем с нашими невероятными диаспорами. Их лица уже стали родными за последние 3 месяца. Тех, кто сейчас придут к нам на нашу следующую секцию и будут вместе с нами. Но перед тем, как мы начнем говорить с диаспорами, очень-очень символично для нас организаторы приготовили сюрприз. И поэтому я передаю слово назад Шуре, чтобы она нам показала сюрприз, который очень подходит к нашей следующей теме, к нашей следующей секции про диаспоры. Саша, слово тебе обратно. Да, слово нам обратно. Мы очень рады, что собрался сегодня на Конгрессе действительно весь мир. Это включает не только диаспоры, но у нас сейчас телемост в нашу родную страну, в нашу Беларусь. И с нами на связи один из двориков. Живе Беларусь! Ребята, мы следим за всем, мы за вас очень переживаем с первых дней. Даже люди, которые не ездили домой на протяжении многих лет, даже люди, которые думали, что прервали контакт, очень сильно встрепенулись за вот эти последние несколько недель, и сейчас все думают, что делать, все организуются на базе стран, на базе регионов, и даже вот сейчас мы организуемся на мировой сцене, все ради того, чтобы помочь вам. Как мы вам можем помочь? Скажите нам. Мы подумали, буквально посовещались, и несколько вопросов, как нам кажется, важных мы ставили. Хотели бы, во-первых, иметь возможность коммуницировать с вами, со всем миром. Это будет очень круто, очень здорово, потому что насущные вопросы постоянно возникают. Это, наверное, первый вопрос. Второй. В данный момент, получается, то есть мы справляемся пока своими силами, когда возникают какие-то сложные ситуации у людей, которые живут рядом с нами, то есть адвокаты, репрессии, кому-то нужна помощь медицинская, кому-то нужна помощь финансовая, мы это быстро сбрасываемся, то есть пока все справляемся. И с акциями, которые в дворах происходят. Но с каждым днем очень, конечно, ударило по всем. Мы поддержали народный ультиматум, частный бизнес тоже очень поддержал. Многие вышли 26 числа на забастовку, после рестораны, они были закрыты. И на следующий день к ним пришли центры гигиены, проверки, выписывали штрафы, и буквально за день закрывали очень многих почти до Нового года. С заводов увольняли рабочих, с МАЗа поувольняли. То есть это те люди, которые конкретно живут в наших регионах. То есть на данный момент, если где-то так адресно, мы еще отправляли помогать. Мы сейчас реально боимся, что наступит тот момент, когда мы не сможем помочь людям. То есть мы уже чувствуем, что силы наши материальные истекают, и мы... Как можно адресно... Если что, можем ли мы рассчитывать на помощь материальную, адресную, на какие-то целевые вопросы? Да, конечно, это очень замечательный вопрос. Здесь, на самом деле, с нашей стороны очередь стоит, чтобы вам помочь. Мы просто ищем возможности как. Буквально пару часов назад была очень оживленная дискуссия на тему фондов, инициатив, которые помогают. Выступали инициативы I Need Help BY, которые помогают продуктами точечно. Выступала инициатива «Наш дом», Международный центр гражданских инициатив, который помогает юридически тем, кто задержан, и обычно очень-очень быстро. Выступали фонды By Soul, By Help. И также выступала наша новая инициатива диаспорская iHelpBelarus.org. Это кошелек диаспор, который финансирует инициативы, в том числе маленькие инициативы. Если у вас есть руки, но все, что вам не хватает, это средства, то обязательно свяжитесь с нами, потому что если мы видим, что вы действительно помогаете, то мы с нашей стороны вам обязательно поможем тоже, потому что у нас нет рук внутри страны, но мы очень-очень хотим действительно вам помочь. И мы очень сильно с нашей стороны, опять же, мы держим Беларусь наверху всей мировой повестки, во всех новостях мира. Мы стараемся
сделать так, чтобы тема Беларуси звучала, потому что у нас нас 1,5 миллиона, за рубежом это почти 15% от населения страны, у нас у всех бабушки, дедушки, друзья, связи, поэтому... Так что да, вот я вижу, у нас в чате передают привет ребята, которые тоже с велозавода. Привет вам. Да, вам идут приветы из Литвы, из Швейцарии и из Канады. Да. Вот мы не сдаемся, мы будем делать... Не сдавайтесь, мы с вами, весь мир с вами. Да. Еще один вопрос у нас есть, тоже актуальный. В случае репрессий, при необходимости покинуть страну, куда и к кому можем обращаться? Вот если возникнет необходимость, прямо в течение нескольких часов это сделать срочно, то есть чтобы безопасности жизни, здоровья, своей свободы. То есть конечно. Семья, и что вот их заберут, что им делать? Можем ли на какую-то помощь рассчитывать? Нет, куда бежать и кому обращаться? Да, конечно. И из того, что было сказано ранее, и из того, что мы обсуждаем здесь на протяжении нескольких недель, Международный центр гражданских инициатив «Наш дом» как раз-таки создал такую телеграм-сову СОС, куда вы пишете, если вам нужно действительно, вот буквально пару часов у вас есть. Да, они стараются помогать именно оперативно, вот, поэтому пишите им. Я ищу где-нибудь в публичном доступе еще раз их ссылку кину вам. Спасибо Хорошо. большое. Приятно вас видеть, слышать. Да, на самом деле такие истории происходят постоянно, и здесь работает за границей большая команда людей, которые как раз нацелены на то, чтобы помогать в таких физических ситуациях. И даже если нет визы, это все равно не проблема. То есть если угрожает реальная опасность, то мы можем помочь. Поэтому, пожалуйста, не молчите, да, рассказывайте свои истории и обращайтесь через каналы, которые сказала прекрасная Александра наша. Да. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо вам. Без вас, без вашей активности не поднялся бы весь мир. А так весь мир с вами. Верим, можем, да поможем. Спасибо огромное, что присоединились. Михаил, возвращаю вам слово, и давайте поговорим с нашими прекрасными диаспорами. Мы теперь сможем рассказать, как мы можем помочь, да? Спасибо, Александра, за просто невероятный сюрприз, и он был на самом деле очень-очень символичный для нас. Мы сегодня целый день перемещаемся в пространстве, мы покрыли уже все часовые пояса и пошли по второму кругу. Мы сегодня озвучили все самые актуальные темы, которые только будут и были на повестке. Мы заглянули назад, мы посмотрели вперед. Теперь мы хотим перенестись еще немножко во времени и поговорить очень коротко о том, как же все начиналось. О 30-летней новейшей истории сообщества белорусов мира. И это может сделать как нельзя лучше, никто другой, наверное, лучше не сможет нам об этом рассказать, как Алена Маковская. Алена – руководитель гражданского объединения сообщества белорусов мира «Батьковщина», и она же координатор ГКК «Будем белорусами». Алена, вам слово, чтобы рассказать нам, как прошли последние 30 лет новейшей истории нашего сообщества. Добрый день, шановне господарство. З великой приємностью вітаю вас из Минска, из Беларуси, от згуртования белорусов свету «Батьковщина». У меня великая задача, короткий выступ, в принципе, расповести шмат, что и про минулое, и про сучасное, и про будущее, потому что наша организация уже 30 годов, а белорусская диаспора уже, амаль что 200. Тому я вельми буду просить, ці магчыма переключить на мой працоўны стол на презентацию. Я буду спадзявацца, что вось картинки мне крышку дапамогуць зрабіць хутчэй. Так, гістарычная ретроспектива. Я буду вельми коротко и пробегуць просто по тым, что першая беларуская эміграцыя гэта фактычна относится до конца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. И першие организации беларускай дыяспоры были заснованы эканамічнай міграцыяй, якая адбывалася і да Першай сусветнай вайны і ў часы паміж Першай і Другой сусветнымі войнамі. Нават першы з'езд беларусаў ЗША адбыўся ў 1920-х годах, і туды нават прыехалі з Беларусі некалькі дзеячаў беларускіх грамадскіх дзеячаў з тым, каб арганізаваць дапамогу Беларусі.
Але все ж таки самая массовая была миграция, менавіта паваенная міграцыя, звязана з другой сусветнай вайной. І менавіта яна спрыяла таму, што на захадзе паўсталі сотні беларускіх арганізацый, у тым ліку моладзевых арганізацый, спартовых там розных гурткоў. Будаваліся цэнтры культурніцкія, якія в асноўным будаваліся на базе беларускіх цэркваў. І шэраг арганізацый працуюць да гэтага часу, то згуртаванне беларусаў Великабрытаніі, згуртаванне беларусаў Канады, вы ведаеце, беларуска-амерыканскае задзіночне. Да гэтага часу таксама працуе Беларускі інстытут навукі і мастацтва, які навуковай з'яўляецца установай беларускай дыяспары, і бібліятэка імя Францыска Скарыны в Лондоне, якая мае такія кнігі, якія, напэўна, сёння не мае нават нацыянальная бібліятэка Беларусі. І гэтая дыяспара, якая была створана, скажем, засноўвала вось гэты беларускі рух на захадзе, яна мае вялікае значэнне для Беларусі і па сёння, таму што яна мае вельмі багатую гісторыю, багатыя традыцыі, і то, чаму яна спрыяла фактычна, гэта тое, што голас Беларусі быў чутны ўвесь час. Беларусь у савецкія часы не магла гаварыць і выступаць самастойна. За яе казала яе дыяспара. Яна выступала там, яе запрашалі ў Белы дом, выступала там у сенатах, ва ўрадах розных краінаў. Да ўсяго беларусы замежжа захоўвалі падчас, калі тут быў Савецкі Саюз, нашу мову, нашу культуру і нашы традыцыі. І вось гэты працэс перадачы ведаў, ён пачаўся ўжо з 90-х гадоў, калі Беларусь стала незалежнай краінай. Адначасова з гэтым на абшарах былога Савецкага Саюза сталі ўзнікаць таксама вялікая колькасць беларускіх арганізацый. І таксама ў 90-е гады вось на гэтай хвалі паўстала і згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына нашай арганізацыі. Сёння па статыстыцы па-за межамі Беларусі пражывае больш за 3 мільёны чалавек. Гэта вельмі складана лічыць, мы абапіраемся ў нашай статыстыке на дадзеныя перапісаў насельніцтва. Вось. Но арганізаваныя такія асяродкі беларускай дыяспары ёсць толькі ў 26 краінах свету. Мы спадзяемся, што вось той рух, які зараз ідзе па-за межамі Беларусі, сярод беларусаў свету, ён будзе спрыяць таму, што далейшай структурызацыі беларускай дыяспары і з'яўленне новых арганізацый. І геаграфія значна пашырыцца. Вы таксама, напэўна, ведаеце, што ў савецкія часы стаўленне дзяржавы, стаўленне ўладаў да дыяспары, да тых, хто пакідае краіну, было вельмі адмоўным. І яны лічыліся калабарантамі, здраднікамі, і працавала тады з беларускім замежжам такая арганізацыя, якая называлась «За вяртанне на радзіму», пазней «Радзіма». Яна знаходзілася пад непасрэдным патранажам КДБ і в асноўным вела сваю там кантрольную функцыю, імкнулася кантраляваць нейкія працэсы, якія адбываліся ў замежжы. Прыйшлі новыя часы, Беларусь стала незалежнай краінай і ўзнікла патрэба стварэння новай арганізацыі. Гэта арганізацыя стала бацькаўшчына. Наше стварэнне было інспіравана беларускай творчай інтэлігенцыяй, якая на тыя часы ўжо актыўна супрацоўнічала і трымала сувязі з беларусамі свету. І першы з'езд беларусаў свету адбыўся ў 1993 годзе. Гэта была вельмі знакавая падзея, таму што у ім бралі ўдзел каля 1000 прадстаўнікоў беларускай дыяспары, у ім бралі ўдзел нашы грамадскія дзеячы, палітыкі, урад Беларусі, прадстаўніцтва з парламента было вельмі шырокае, талічнае кіраўніцтва Беларусі і, канешне ж, грамадскія арганізацыі з нашай краіны. І на гэты з'езд можна сказаць, што, в прынцыпе, вельмі доўгі час азіраліся шмат прадстаўнікоў беларускай дыяспары, параўноўваючы кожны наступны з'езд з гэтым першым з'ездам. Кожны з'езд беларусаў свету – гэта не толькі наш вышэйшы орган кіраўніцтва нашай арганізацыі, але гэта яшчэ важная грамадская і палітычная падзея ў самой краіне. Кожны з'езд адлюстроўвае тыя працэсы, якія ідуць унутры краіны і ідуць унутры дыяспары, тыя пытанні, якія стаяць перад грамадствам. Вы можете побачыць, я не буду перачытваць слайд, якія былі тэмы вось гэтых розных з'ездаў. Магу сказаць, што 1996 год і рэферэндум, на які столькі спасылаліся, скажем, ранейшыя выступоўцы, ён адыграў сваю ролю і прывёў да таму, што ў арганізацыях беларускай дыяспары быў пэўны раскол менавіта па палітычных поглядах, пастаўленне да сённяшняй улады. І ён існаваў дастаткова працяглы час, калі арганізацыі, скажем, з адной краіны, з аднаго горада нават не збіраліся разам, в адным памяшканні не маглі знаходзіцца менавіта таму, што яны мелі абсалютна супрацьлеглыя палітычныя погляды. І, канешне, гэта таксама аслабляла беларускі ввогуле рух, таму што шмат людзей яны не хацелі займаць той ці іншы бок, проста ўдзельнічаць у беларускім нейкім руху.
Тым не менш, вось калі я казала пра першы з'езд, ён ладзіўся супольна і намі, і прадстаўніка і беларускай дзяржавы, то далейшыя з'езды мы ўжо арганізоўвалі самі. Вось нам ніхто не дапамагал, акрамя беларусаў замежжа, якія спрычыніліся да правядзення фактычна кожнага з'езду. Паводле з'ездаў мы прымалі пра розныя праграмныя дакументы, у тым ліку і выходзілі з прапановамі да ўрада, да кіраўніцтва краіны, з тым, што былі створаны асобны камітэт па справах беларусаў замежжа, з тым, каб праца велася абсалютна сістэмна з беларусамі замежжа, каб была дзяржаўная праграма і заканадаўства. Мы бачым, што толькі ў 2009 годзе на 5-й з'езд беларусаў свету нарэшце да нас завіталі прадстаўнікі беларускай дзяржавы. Тады якраз мы ставілі пытанне аб прыняцці закона аб беларусах замежжа. Якая яшчэ праграмная дзейнасць, як бы ладзілась і ладзіцца нашым згуртаваннем? Справа ў тым, што мы таксама неаднаразова падымалі пытанне аб стварэнні навуковай структуры пры Акадэміі навук Беларусі з тым, каб вывучаць саму беларускую дыяспору як з'яву. Да гэтага часу, канешне, такая інстытуцыя не створана, і паколькі, скажем, архівы беларускай дыяспоры не захоўваюцца па-за межамі, нам гэтым вельмі шмат дапамагае Беларускі інстытут навукі мастацтва. Фактычна мы самі, як грамадская арганізацыя, выпусцілі каля 40 найменняў кніг, прысвечаных даследаванню беларускай эміграцыі. Розным этапам, розным эпохам, розным краінам і кантынентам, розным нашым дзеячам. Канешне, праца этой ідзеі, і вялікі дзякуй тут тым навукоўцам, якія нам у гэтым дапамагаюць, Наталі Гардзіенка, Лявону Юрэвічу, якія фактычна безганарарна ўсё гэта робяць. Мы нейкім чынам знаходзім рэсурсы проста на тое, каб гэтыя кнігі былі выдадзены. Мы рэгулярна праводзім маніторынг дзеянча заканадаўства, якім чынам абараняюцца ці прадстаўлены там правы беларускай дыяспоры. Таксама мы ведаем, што ў школьную праграму мы не раз звярталіся да дзяржавы, былі ўключаны дзеячы дасягнення беларусаў замежжа. Мы зрабілі пэўны аналіз навучальнай праграмы ў школе, гуманітарнага цыкла навук, і прыйшлі да высновы, што, ў прынцыпе, нашы дасягненні беларусаў замежжа ніякім чынам там не адлюстраваны. Мы распрацавалі на цэлы шэраг прапаноў. Больш за тое, сённяшняя ідэалогія дзяржаўная, пачынаючы ад школы, яна вядзе да пэўнай як бы самаізаляцыі, таму што ўвогуле агаворваецца ў падручніках, што беларусы гэта тыя людзі, якія жывуць у Беларусі. А калі вы ўжо з'ехалі, відаць, па-за межы беларусы, яны перастаюць быць беларусамі. І ўвогуле там такія спрэчлівыя вельмі сцвярджэнні, што беларусы не схільныя да ўтварэння нейкіх там нацыянальных, этнічных супольнасцяў. І вся беларуская гісторыя беларускай дыяспоры, яна сведчыць абсалютна пра зваротнае. Мы лічым, што гэта проста засталося з нейкіх савецкіх падручнікаў і да гэтага часу транслюецца праз нашу школу. Вось. І таксама мы выходзім рэгулярна з прапановамі. І вось самая такая грунтоўная наша прапанова, яна датычыла заканадаўства. Менавіта датычыла праекта закона аб беларусах замежжа. І ў 2017 годзе мы звярнуліся да дзяржаўных структур з прапановай прыняцця стратэгіі па супрацы з беларускай дыяспорай. Канешне, падзеі апошніх некалькіх месяцаў, яны фактычна наклалі, скажем так, все тыя высілкі, якія былі зроблены, яны зараз знікаюць і становяцца бессэнсоўнымі. Беларуская дыяспора заявіла як бы сваю пазіцыю пра тое, што Беларусі павінны захоўвацца і саблюдацца палітычныя правы чалавека. І зразумела, што на сённяшні дзень Беларусь такая ідзе як бы самаізаляцыю, калі мы кажам пра дзяржаву, пра афіцыйны Менск. Тым не менш, як мы бачым далейшую супрацу і перспектывы дзейнасці, і в тым ліку наше згуртаванне, і в тым ліку якая будучыня, скажем, чакае дыяспору. Зараз, калі мы кажам пра сённяшні дзень, то вельмі важна, і гэта таксама гучала ў мінулых выступоўцаў, каб беларуская дыяспора працягвала інфармаваць жыхароў сваіх краін, грамадзян сваіх краін пра сітуацыю ў Беларусі. Таксама вельмі важна, каб было стварэнне гэтага своеасаблівага беларускага лобі, каб беларускае пытанне гучала, не сыходзіла з парадку дня ва ўрадах іншых краінаў. Калі казаць пра будучыню, пра магчымасці, скажем, супрацоўніцтва з беларускай дыяспорай, то тут можна браць вопыт шмат якіх краінаў свету. Мы гэты вопыт вывучалі, на базе гэтага вопыта мы рабілі прапановы і в стратэгію, і в дзяржаўную праграму, якая мелася быць прынята ў наступным годзе. Напэўна, хутчэй за ўсё прынята яна ўжо не будзе. Вось, але свет фактычна стаіць за дыяспорамі, таму што сёння ідзе сапраўднае перасяленне народаў, і ў 2050 годзе навукоўцы мяркуюць, што дыяспора ўжо агульная сусветная будзе налічваць каля 400 мільёнаў. Это значыць, што ў ролі дыяспор у
развіцці краін будзе все больш і больш расці. І ёсць ужо вопыт шмат якіх краінаў свету, дзе вось гэтае ўзаемадзеянне са сваёй дыяспорай, а ў нас дыяспора гэта практычна траціна насельніцтва Беларусі, якая жыве ўнутры краіны, яно дало сваю эфектыўнасць і свой пазітыўны вынік. І вось гэты міжнародны вопыт ён паказвае, што дыяспора на сённяшні дзень гэта наш адвакат і дыпламат, якая выкарыстоўвае свае веды, кантактны, свае моўныя навыкі дзеля таго, каб вырашаць дыпламатычныя і знешнепалітычныя задачы краіны. Гэта пасярэднік у вырашэнні эканамічных розных сацыяльных пытанняў. Гэта стваральнік рынкаў капіталу шляхам размяшчэння там дэпазітных рахункаў. Гэта проста памагаты ў шмат якіх справах, гэта нашы лабісты, гэта нашы іміджавыя цэнтры ў замежжы, гэта наша мягкая сіла. І таму роля беларускай дыяспоры, яна павінна як бы ўзмацняцца, і мы все ж таки ў будучым бачым і стварэнне дзяржаўнага пэўнага органа па справах беларускай дыяспоры, і стварэнне аддзелаў у акадэміі навук. І в прынцыпе ёсць уже распрацаваны цэлыя механізмы, якім чынам можна задзейнічаць дыяспору і, скажем, арганізаваць вось гэта шматбаковае супрацоўніцтва паміж краінай і паміж беларусамі замежжа. Гэта найперш, улічваючы, што в прынцыпе мы яшчэ такога не правадзілі і дзяржава гэтага не рабіла, это правесці спачатку мапінг, вывучэнне дыяспор. В якіх краінах, геаграфія, прафесійны складнік, жаданне супрацоўнічаць з Беларусю ў якіх сферах. Вельмі важна з'яўляецца таксама кампанія па даверу, таму што давер на сённяшні дзень ён разбураны, трэба адзначыць. І вельмі важна, каб гэты давер вяртаўся і будавалася вось супрацоўніцтва на абсалютна роўных умовах. Калі ніхто з бакоў не з'яўляецца фактычна прасіцелем, а калі два бакі, гэта два партнёры, якія дамаўляюцца пра тое, што выгодна, скажем, абодвум. І мы бачым тут таксама захаванне і развіццё ідэнтычнасці. Гэта дапамога Беларусі ў захаванні і развіцці ідэнтычнасці беларускай дыяспоры. А таксама пашырэнне прысутнасці і ўплыву дыяспоры ўнутры Беларусі. Для гэтага трэба распрацаваць механізмы, якім чынам гэта можна зрабіць. Я спадзяюся, я уклалася ў свае 10 хвілін. Если вы закончили, тогда мне остается только вас поблагодарить. Нам на самом деле поступили вопросы во время вашего экскурса в историю белорусской диаспоры, но вы на все эти вопросы уже успели ответить во время вашего выступления. Оставайтесь с нами, нам будет, наверное, приходить еще много вопросов, потому что мы перейдем к теме актуальных общин, то, что происходит в диаспорах, то, что происходит на местах, будет очень интересно. Но перед тем, как мы будем говорить о достижениях, о том, что уже произошло, особенно за последних 3 месяца, и о наших будущих планах, я хочу предоставить слово Олесь Рапека. Я представляю белорусскую диаспору Ірландії, яка об'єдналася фактично яшчэ до жнівеньскіх падзей. Мы пачалі собираться разом яшчэ перед выборами, и пасля выбораў пришла ідэя, что трэба нам зорганізавацца. Мы пачалі агульныя зборы. Таксама у нас ёсць тое, што можна лічыць координацыйным цэнтрам, czyli такая група людзей, якая фактычна аб'ядноўвае беларусаў з розных куткоў Ірландыі. Гэта і Дублін, і Корк, і Белфаст. У нас ёсць група, у нас ёсць свой Zoom-канал. Мы стараемся ладзіць рабіць розныя рэчы, пісалі лісты беларускім палітвязням, рабілі сумесныя запісы, збіралі грошы для дабрачынных арганізацый Беларусі. І гэта значыцца ўсё, што мы можам, мы робім са свайго боку. На жаль, у нас няма дыпламатычнай пляцоўкі, яна ў Великабрытаніі, але мы стараемся рабіць тое, што можам з нашага боку, і вельмі былі бы удзячны, калі бы маглі скаардынавацца з беларусамі сусвета, як папярэдні прамоўца, з папярэднім прамоўцам, які выступаў. Гэта вельмі істотна для нас адчуваць сабе не толькі корыстным для нашей родной краины. Олег, спасибо большое за ваш такой импульсный доклад.
мы вас поняли, и вы видите, подключаются представители диаспор практически со всего мира. Мы снова развиваемся, мы снова охватываем почти все часовые пояса, все континенты точно. И, Олесь, спасибо вам, оставайтесь с нами. Мы переходим на нашу секцию, которая посвящена диаспорам, и первая ее часть. Мы хотим поговорить о достижении, о последних достижениях наших диаспор. Вы видите у Веры на ее фоне некоторые из них, но мы участвовали не только в митингах, мы участвовали не только в каких-то акциях на улице. И, кстати, Алена Маковская сказала, что диаспора является, она сказала, легкой, слабой силой, но нет, мы не легкая и слабая сила, мы показали нашу сильную силу на наших акциях, мы были очень громкие, нас услышали правительство стран, где мы живем, и даже нас услышали работники консульских посольств, дипломатические представительства в наших странах. Итак, переходим ближе к делу о роли и достижениях наших диаспор. И первым я хочу дать слово Евгении Кабутан, координатору Белорусского дома в Варшаве. Мы знаем, какую роль играет Белорусский дом в Варшаве. Он стоит фактически на передовой, организует помощь потерпевшим, принимает всех и играет сегодня очень-очень большую роль, является фактически первым приемом и первым оплотом для всех, кому нужна помощь. Евгений, вам слово. Прывітанне яшчэ раз усім. Мне вельмі прыемна ўдзельнічаць у гэтым кангрэсе і ў працы адной са старэйшых беларускіх арганізацый Польшчы, Беларускага дома ў Варшаве. Дзякуючы дапамозе польскага народа, валанцёраў, беларусаў, якія тут жывуць, вучацца і працуюць, мы ўжо дапамаглі цэлай сотні рэвалюцыянераў з Беларусі. Сваю ўвагу сёння найперш мы засяродзілі на земляках, якім патрэбна аператыўна атрымаць медычную рэабілітацыю альбо людзям, которым пагражае рэальная небяспека. І адзіная магчымасць зрабіць гэта альбо схавацца ад рэпрэсій за мяжой. Вось, за гэты час мы аказалі дапамогу ўжо 98 асобам, сярод которых 77 гэта непасрэдна рэпрэсіянаваныя, а рэшта людзі, которые ім дапамагалі, альбо члены сям'і, которые таксама патрабавалі рэабілітацыі. У большасці выпадкаў рэабілітацыі псіхалагічнай. Вось, праз медычную рэабілітацыю ў польскіх шпіталях і санаторыі на Вроцлаўшчыне на сённяшні дзень прайшло ўжо 79 чалавек. Некалькі дзесяткаў зараз чакаюць атрымання польскіх візаў у Беларусі. І кожны дзень нашыя супрацоўнікі і валанцёры атрымліваюць десяткі званкоў, мэйлаў з просьбай пра дапамогу абсалютна розных пытанняў, як вельмі гарачых і што патрабуюць неадкладнага рэагавання, часам нават ноччу, ну і в асноўным па юрыдычнай кансультацыі. Вось, сярод людзей, которые до нас звярталіся, здаецца, каля 13 чалавек выказалі ахвоту пачаць альбо працягнуць навучанне ў Европе. Вось, мы таксама дапамагаем падрыхтаваць дакументы для падачы на стыпендыяльныя праграмы ў Польшчы, і гэта ў асноўным праграма імя Кастуся Каліноўскага. Дзякуючы супрацоўніцтву таксама з Міністэрствам замежных спраў Польшчы у нас ёсць магчымасць аказваць візавую падтрымку ахвярам палітычных рэпрэсій. Ну, гэта людзі, якім аператыўна трэба атрымаць медычную дапамогу альбо пазбегнасць пераследу з боку лукашыстаў і тэрмінова выехаць за мяжу. Вось. Абсалютную большасць беларусаў, што вымушаныя былі пакінуць сваю краіну, цікавіць найперш магчымасць легальнага працаўладкавання. І таму наша арганізацыя «Беларускі дом» вельмі актыўна лабіяваў прыняцце закона пра гуманітарныя візы ў Польшчы. І вось літаральна на гэтым тыдні польскі парламент гэта падтрымаў. Таму у хуткім часе людзі з гуманітарнымі візамі, которые вымушаныя былі пакінуць краіну і прыехаць у Польшчу, змогуць легально и без дозволов тут працаваць. Спасибо, Евгений, за представление вашей работы и, конечно, в первую очередь за вашу работу. Она очень важна. И у нас уже есть вопрос для вас первый из наших чатов. Мы сегодня много слышали о фондах. Какую роль играют фонды в вашей работе? Как вы финансируете? На сённяшні дзень і на працягу хіба 2 апошніх месяцаў у нас была так званая
арганізаваны быў збор грошай сярод людзей, і в асноўным гэта палякі, которые просто ахвяравалі свае сродкі на добрачынныя мэты, і дзякуючы гэтаму мы сёння можам аказваць. Мы сабралі, по-моему, 350, каля 350 тысяч злотых, которые на сегодняшний день выкарыстоўваюцца. Спасибо, Евгений. Оставайтесь с нами, у нас еще сегодня будет много вопросов и интересной информации. И все-таки я перейду к последней группе вопросов. Они довольно критические, направлены все на сторону Белорусского дома в Варшаве. Но, как я уже сказал несколько раз во время сегодняшнего конгресса, если критикуют, если ругают, значит на правильном пути, значит делаете настоящее дело. Несмотря на это, все-таки попрошу ответить Евгения на эти вопросы. Например, такие, что в Польше почти 10 тысяч беженцев, Белорусский дом помог только 98. Не знаю, откуда эта цифра, именно 98 вышла. А также много предложений кооперироваться с другими диаспорами и продолжить работу эту вместе, чтобы это все не концентрировать только в Польше. Евгений, вам слово. Лічба 98 прогучала ад мяне, і мы дапамагаем тым людзям, которые до нас звярнуліся. І ў першую чаргу наша праца, як я ўжо казаў, накіравана на тых людзей, которые патрабуюць неадкладнай медычнай дапамогі і рэабілітацыі. Мы ведаем, што з Беларусі з'язджаюць людзі, которым просто не падабаецца в Беларусі жыць. З'язджаюць людзі, которые не могуць сабе, которые карыстаюцца, напрыклад, магчымасцю сённяшняй палітычнай сітуацыі, шукаюць лепшага жыцця ў Европе. Мы про гэта ведаем і, на жаль, не можам дапамагчы ўсім, бо яшчэ раз падкрэсліваю, наша сённяшняя праца і нашых валанцёраў в розных польскіх гарадах скіраваная найперш на тых, хто патрабуе медыцынскай дапамогі. Гэта параненыя людзі, гэта людзі, которые потрапілі пад міліцэйскія дубінкі, гэта людзі, которые адсядзелі шмат сутак, гэта сем'і, у которым пагражаюць адабраць дзяцей, напрыклад, за грамадска-палітычную дзейнасць, яны вымушаныя з'ехаць за мяжу. Так что, вось такие справы. Спасибо, Евгений. И еще раз повторю свою мысль. Раз ругают, значит, вы на правильном пути и делаете настоящее дело. Большое вам спасибо. И мы переходим к следующему участнику нашей секции о достижении, актуальных достижений современных наших диаспор. И я хочу представить Кристину Шианок. Теперь мне надо набрать много воздуха, чтобы перечислить все, чем Кристина занимается. Кристина является одной из тех, кто организовал инициативу белорусов в Чехии. Кристина редактирует и администрирует Facebook-платформу «Белорусы Чехии». Является представителем белорусской диаспоры в Совете иностранцев города Праги. И, конечно, является душой и мотором большого проекта, который сейчас идет в Чехии по медицинской помощи пострадавшим. Кристина, вам слово. Вітаю. Я сьогодні на конгресі маю гонор представляць беларускую дыаспору ў Чэхіі. Я перакананая, што няма нічога каштоўнейшага за чалавека. І гэтым прынцыпам не адзін год кіруецца наша ініцыятыва «Беларычара». Гэтым прынцыпам сёлета пасля выбараў кіравалася і наша беларуская дэлегацыя, калі артыкулявала патрабаванні беларускай меншасці чэшскаму ўраду. Атрымаўшы падтрымку чэшскага прэм'ера і міністра замежных спраў, мы стварылі гуманітарны кансіліум. У яго склад увайшлі доктаркі, фармацэўткі, псіхатэрапеўткі беларускага паходжання, якія стала жывуць і працуюць у Чэхіі. Наступным крокам мы запусцілі паштовую скрыню CZHelp 2020 gmail.com, на якую пацярпелыя ад гвалту сілавікоў маглі канфідэнцыйна звяртацца па бясплатную медычную дапамогу і рэабілітацыю ў Чэхіі. На сёння на гэты мэйл звярнулася больш за 80 пацярпелых. І прыкладна палову з іх у нас атрымалася вывесці ў Чэхію. Якім чынам? Усё адбывалася ў межах праграмы Медевак, медычная эвакуацыя. Гэтая праграма знаходзіцца пад эгідай Міністэрства ўнутраных спраў Чэхіі. Праграму давялося перафарматаваць пад нашыя рэаліі. Калі другі бок прадстаўлены не дзяржаўнай структурай, не дзяржавай, а беларускай грамадзянскай супольнасцю, а дакладней дыяспарай, якая мела пэўную структуру, і гэтай структурай стаў гуманітарны кансіліум. Колькі словаў пра саму праграму Медевак.
Гэта праграма медычнай эвакуацыі параненых, пацярпелых з краінаў, дзе адбываюцца войны, дзе адбываюцца канфлікты, прыродныя катастрофы. Праграма існуе з 93-го году, мае сталы бюджэт, каля 60 мільёнаў чэшскіх крон на год, больш за 2,5 мільёна даляраў. З гэтай праграмай супрацоўнічае 8 чэшскіх шпіталёў, пераважна ў Празе. І нам у нейкім сэнсе пашчасціла, бо эпідэмія каранавірусу прыпыніла многія запланаваныя рэчы, перадусім выезды чэшскіх дактароў у іншыя краіны. Таму частка бюджэту на 2020 год захавалася, і нам не трэба было губляць час на пошук дадатковага фінансавання. Калі вярнуцца да пацярпелых, каго атрымалася вывезці ў Чэхію, то наймаладзейшаму з іх 15 гадоў, на старэйшаму 56, сярэдні ўзрост 20-30 гадоў, пераважна гэта хлопцы, але ёсць і дзяўчаты. Самыя цяжкія выпадкі гэта раненні ад куляў, грудзі, жывот, вока, раны па ўсім целе ад светлашумовых гранат. Гэтыя раны вельмі дрэнна гояцца. Разрыў барабанных перапонак ад тых жа светлашумовых гранат. Пераломы рук, ног, пазванкоў, закрытыя, адкрытыя чэрапна-мазгавыя траўмы. Большасць параненых атрымалі першасную медычную дапамогу ў Беларусі. Але, на жаль, не ўсіх лячылі добра. Таму тут яны праходзяць дадатковы медычны агляд. Некаторым прызначаюць лячэнне ў чэшскім шпіталі, іншым прызначаюць рэабілітацыю, фізіятэрапію. Безумоўна, перажытае імі ў Беларусі не магло прайсці бясследна для псіхікі, таму ідзе таксама псіхалагічная дапамога і падтрымка. Пацярпелыя працуюць з чэшскімі і беларускімі псіхолагамі, наведваюць заняткі па арт-тэрапіі, па рэлаксацыі. Часам патрэбная крызісная інтэрвенцыя. Былі таксама выпадкі, калі чэшскія дактары даваліся дзіву, што ў целе пацыента пакінулі аскепкі альбо не заўважылі нейкі дыягназ. Часам, наадварот, выказвалі захапленне працы беларускіх хірургаў. Цяпер, на жаль, вываз пацярпелых быў часова прыпынены у сувязі з новай хваляй пандэміі і абвешчанай дзяржаўнай карантынай у Чэхіі. На жаль, сёння Чэхія, што тычыцца колькасці станоўчых выпадкаў каранавірусу, займае першае месца ў Еўропе. Гэты час мы хацелі цяпер скарыстаць для таго, каб падзяліцца досведам, які займелі ў межах праграмы Медэвак, з іншымі дыяспарамі, перадусім з дыяспарай беларускай у Нямецчыне і Аўстрыі, паколькі гэтыя краіны мяжуюць з Чэхіяй. І таксама мы стараемся, імкнемся падтрымліваць шчыльную сувязь з аналагічнымі ініцыятывамі па аказанні медычнай дапамогі ў Латвіі і з нядаўняга часу ў Грузіі. Аднак могу сказаць, што на сёння толькі ў Чэхіі такая медычная дапамога, яна мае дзяржаўную падтрымку на ўзроўні міністэрства. У іншых краінах медычная дапамога ажыццяўляецца пры дапамозе асобных структур, як Беларускі дом у Варшаве, альбо асобных няўрадавых арганізацый, як, напрыклад, у Грузіі альбо у Латвіі. Дякую за увагу. Кристина, огромное спасибо. Вы, конечно, немножко перетянули время, но у меня просто мурашки были по коже, и не поднималась рука, и не работал язык вас остановить. Огромное спасибо за вашу работу. Вы себе не представляете, потом почитайте, сколько слов благодарности и теплых-теплых пожеланий идут сейчас по всем нашим чат-каналам для вас. И еще раз большое спасибо за вашу работу. От меня лично и от всех, кто сегодня присутствует на нашем конгрессе. Мы двигаемся дальше. Вы упомянули диаспору в Германии, и мне очень приятно представить Юлию Столовкину, активистку белорусской диаспоры из города Бремен и члена правления белорусского объединения в Германии «Разум». Объединение «Разум», так как вместе со всей диаспорой занимается очень многими проектами в Германии, и Юлия хотела бы с нами поделиться особенно образовательными программами и помощью студентам. Юлия, вам слово. Добрый вечер, утро, день или ночь, в зависимости от часового пояса. Большое спасибо, что дали возможность нам тоже здесь выступить и собраться. Сегодня очень кратко я хотела бы представить вам нашу рабочую группу по образовательным вопросам диаспоры Германии, которая занимается в основном помощью студентам, преподавателям и исследователям, которые попали в тяжелую ситуацию дома в Беларуси. Наша группа состоит из активистов из различных организаций,
Беларуси, что тоже очень приятно, из ассоциации «Разом», которую Михаил уже упомянул и которую я представляю. Очень важным звеном нашей группы является НГО «Эдукация Инфо», и мы очень также рады представителям профессорского состава немецких и даже австрийских университетов, которые нам помогают. Наши проекты получили поддержку немецкого сообщества по исследованию Восточной Европы, что очень важно, как такой формальный, очень весомый, очень важный партнер в Германии. И нашим партнером в Беларуси является частный университет. То есть вот это основные наши такие организационные каналы. Но что именно мы делаем, да, почему и как? В сентябре, видя, естественно, ситуацию с студенческим движением, с прессингом преподавателей и студентов, реакцией государства, мы хотели дать академическому сообществу Беларуси возможность развиваться академически, вот несмотря на политическое давление, возможность увольнения и так далее. И тут опять-таки, как в некоторых выступлениях уже упоминалось, в каком-то смысле помогла корона, потому что немецкие вузы все перешли в онлайн-обучение, и получилось, дали нам возможность развивать вот это направление, что наши студенты могут получить доступ к курсам, краткосрочным, летним школам, зимним школам, семестр обучения по специальности на английском или немецком, не выезжая из Беларуси, то есть продолжать свое обучение, проследить профессиональный рост. Мы уже заручились поддержкой таких вузов, как Университет Гумбольдта в Берлине, очень важный, из старейших, очень больших университетов, Гамбург, Лейпциг и Тюбинген. Программа по поддержке преподавательско-исследовательского состава, стажировок, зарплат им сейчас очень активно тоже развивается. И последняя инициатива – это проект по предоставлению стажировок в Лейпциге, Йене и Легале. В целом мы вот уже с сентября, в общем-то, наработали около 170, скажем так, студенческих мест, да, которые мы можем предложить на этот академический год нашим студентам. И завершая немножко свой доклад, такой мини-доклад, мы очень рады, что последняя наша инициатива – это работа с диаспорами, пока по европейскому направлению, с Эстонией и Швецией, чтобы включать уже наши программы по немецким курсам в общеевропейские тоже программы, например, у наших соседей или коллег. Поэтому очень рада быть здесь. Принимать тоже, как бы, слышать ваши вопросы, может быть, тоже заявки на сотрудничество и продолжить наш диалог. Большое спасибо. Спасибо, Юлия. И на самом деле, вы как предугадали, у нас есть вопрос для вас. Я его сейчас зачитаю. Пока по вашим программам можно найти только курсы, а не полноценное образование с дипломом. Планируется ли программа в Германии, подобные Калинковского в Польше, или похожих программ в Литве? Да, поняла. Да, это правда. Сейчас вот за такой короткий срок мы успели пока организовать такие кратковременные, да, скажем так, быстрый доступ, что называется, студентам. Но мы ведем сейчас очень расширенную такую коммуникацию с Бундестагом, с Министерством образования, с DIAD, чтобы именно обсудить такие возможности. Немножко нам тяжелее, немецкая система немножко такая более усложненная, чем это уже установленные программы в Польше и Литве, но мы работаем в этом направлении. И вопрос звучит следующим образом. Если для студентов есть программы, а что для научных сотрудников? Возможно ли адаптировать программу под них? Хотели бы в Чехии подробное сотрудничество? Юля? Да, спасибо большое вам за вопрос. Очень, очень хороший вопрос на самом деле. Да, возможно, я думаю. По крайней мере, мы начали работать в этом направлении. В направлении разработки стажировок, например, научные сотрудники или преподаватели тоже делают совместные онлайн-курсы, да, как бы с немецкими коллегами. И, в общем-то, мы готовы, конечно же, обсудить с диаспорой Чехии, правильно, как мы можем вместе скооперироваться, какой опыт мы можем передать. Так что пишите мне, мы будем очень рады тогда с вами дальше общаться в деталях по этому вопросу. Мы не только делимся информацией, но наш нетворкинг продолжается. Мы координируемся, кооперируемся и настраиваемся на дальнейшую работу. Спасибо. Следующего я хотел представить Михаила. Михаил Прокудин, активист белорусской диаспоры из Литвы. И как мы все заметили уже, на переднем фронте находится не только Польша, а также и Украина, и Литва. Это те люди, те наши активисты, добровольцы, которые встречают
тех людей, которые вынуждены покинуть родину, и помогает им устроиться на новом месте. Михаил, тебе слово. Всем доброго времени суток. Большая честь познакомиться с таким количеством невероятных белорусов по всему миру и участвовать вообще в проекте белорусов, сообщества белорусов в зарубежье. Я постараюсь вкратце рассказать, чем занимается литовская диаспора, чем она занималась вот этот период, начиная с июля, потому что это самый активный наш период, как оказался. Значит, то есть помимо участия в наблюдателей независимых, по моей информации, у нас было самое большое количество зарегистрированных независимых наблюдателей на выборах. Помимо проведения экзит-пола, у нас были бессрочные пикеты у посольства в течение 70 дней. Сейчас в связи с карантином наши мероприятия пока прекращены. Помимо этого было множество тематических акций и прочих движений, коммуникаций с политиками, СМИ. Мы как бы на улице с ними знакомились и продвигали и держали повестку, белорусскую повестку в Литве. Так получилось, что после августовских событий, как бы когда все были в небольшом раздрае, в хаосе и эмоциональном, и психологическом, мы начали понимать, что в ближайшее время поедут люди, что как бы, в стране состояние гражданской войны, и будут беженцы, будут приезжие. И Литва, одна из первых, взяла флаг в руки по белорусской повестке, и они уже задолго до нас, даже без нашего содействия, практически организовали гуманитарный коридор по приезду белорусов в Литву по причинам беженства, политических репрессий, уголовных преследований и прочих вещей. То есть, условно, мы пришли уже, и литовские власти были готовы как бы организовывать прием белорусов. На данный момент, в течение уже 2 месяцев работы волонтеров, в основном белорусов, но также и литовцев, и мы через наши, так сказать, руки, через руки волонтеров и менторов прошло порядка 150 белорусов. Это абсолютно разный спектр людей, от обычных студентов, молодых парней до семей, многодетных семей, людей старшего поколения, среднего возраста, то есть абсолютно разный спектр людей. У кого-то просто преследование, кто-то попал на крестины, и все эти истории вы знаете. В чем как бы мы помогаем, как волонтеры, это консультация белорусов, находящихся в Беларуси, которые хотят покинуть страну в связи вот с этими событиями. Поддержка по приезду в Литву по гуманитарному коридору, вплоть до того, что иногда мы получаем людей, которые говорят: я прямо сейчас еду, у меня завтра за мной придут по уголовному делу, у меня ничего нет, у меня нету визы, я на границе с Литвой, что мне делать? И такие люди получают 2-недельную гуманитарную визу, и после этого мы помогаем. То есть самой большой проблемой сейчас является карантин. Он был до этого, но сейчас как бы ужесточились правила самоизоляции. Мы размещаем людей на сейчас уже не 14, а 10 дней карантина. За это время как бы двоякая ситуация. Вроде она как бы нам мешает, но с другой стороны люди находятся на одном месте. У нас есть волонтеры, менторы, которые сопровождают этих людей, консультируют по открытию литовского счета. Там кто-то приезжает абсолютно иногда даже без еды, без одежды, без денег. То есть завести еду, там, симки купить, оформить литовский счет. Пока не сидят, мы подготавливаем документы на расширенную визу D, национальную визу по гуманитарному коридору. И когда люди выходят из карантина, они буквально уже сразу же готовы и идут в миграцию, подаются на годовые визы по гуанитарному коридору. Михаил, мне придется тебя немножко прервать, потому что мы в цветноте времени, но очень важный вопрос. Уже, во-первых, огромная благодарность, которая идет по нашим чатам за вашу работу, и многие задают вопрос, как с вами связаться. С нами можно связаться через Facebook-страницу, на данный момент она называется «Допомога ЛТ». Во время всего вот этого действия мы организовали НКО «Допомога». В данный момент мы реорганизуемся в фонд поддержки белорусов в Литве, который также называется «Разум». И с нами можно связаться по почте, через страницу в Фейсбуке. Также на нас можно выходить через Байсол, потому что мы ведем сотрудничество и с Байсолом, и с Freedom House, и с Зубром, и с Домом прав человека имени Бориса Звозского. И
то есть и с ЕГУ, Европейским гуманитарным университетом, у нас очень много сотрудничеств. То есть если вы в Литву будете, вы поставите цель, как бы мне надо уезжать в Литву, так, тем или иным способом вы выйдете на нас через различные организации. Вот. Контакты я потом распространю. Спасибо огромное. Я как раз поэтому хотел попросить, потом оставайся с нами и напиши, пожалуйста, в наших чатах и в Телеграме, и в Ютубе эти контакты, они будут очень важны. И многие заметили, что не только с Михаилом, со многими участниками нашей секции мы уже на «ты», мы общаемся так регулярно и так много последних 3 месяца, что кажется, что уже знакомы всю жизнь, хотя никогда не видели. И, если честно, сегодня у меня было 3 часа короткого сна во время нашего конгресса, и у меня приснилось, как мы встречаемся в следующем году в Минске, даже на конкретном месте. И надеюсь, что мы это осуществим, может быть еще в этом году, но в следующем году точно. Спасибо, Михаил, за вашу работу. И продвигаемся дальше, рассказываем о нашей работе. И вот это слово «фронт», оно мне, если честно, самому не очень нравится, но это, к сожалению, реалитет, это наша действительность. И наши диаспоры работают не только на фронте, который находится рядом с границами нашей Родины, а также и в сердце Европы, и оказывают не только помощь тем, кому она нужна в буквальном смысле слова, как Михаил, как Кристина, а работают на будущее. И я хочу представить Ольга Харт. Ольга Харт – специалист по стратегическим коммуникациям и маркетингам. Она является одной из соосновательниц Белорусской ассоциации белорусов в Европе. И Ольга очень много времени уделяет работе с ключевыми институтами Евросоюза, о чем хочет с нами поделиться. Ольга, тебе слово. Добрый вечер всем. Начну, пожалуй, с того, что я рада принять участие в Конгрессе. Это, безусловно, очень нужное для нас мероприятие. Спасибо инициаторам и организаторам, в частности, Михаилу, Артему, Сергею, Александре, которые сейчас с нами. Вы проделали огромный кусок работы, и спасибо вам еще раз за это. Меня зовут Ольга Харт, я живу в Бельгии, и сегодня хочу очень коротко рассказать о деятельности нашей диаспоры, и в первую очередь об организации с таким красивым названием «Абель». Как Михаил уже сказал, «Абель» — это Association of Belarusians in Europe, Ассоциация белорусов Европы. В нашей команде на данный момент 8 человек, и вы, конечно же, очень удивитесь, но все 8 человек — это женщины. Пользуясь случаем, передаю большой привет этим невероятным женщинам. Хочу сразу переключиться на, собственно, деятельность нашей организации. Можно предположить, наше географическое положение, в частности, близость к европейским институциям, она предопределяет направление нашей деятельности. Наша ассоциация, она стремится координировать действия и позиции белорусов зарубежья. Мы стремимся предоставить белорусской диаспоре соответствующий анализ текущей европейской политики и действовать как мост между европейскими институциями и белорусским гражданским сообществом. В чем это практически выражается? Во-первых, мы проводим встречи и консультации с членами парламента и представителями Европейской комиссии. Также мы готовим еженедельную рассылку Weekly Update по ситуации в Беларуси, который готовится нашей командой. Наша рассылка включает 260 членов Европейского парламента и Европейской комиссии. Также мы получаем сейчас регулярные запросы от, например, членов British Parliament с просьбой о включении их в наш мейлинг-лист, потому что мы стараемся писать объективное наше видение ситуации. Также мы готовим рекомендации для Европейского парламента по ситуации в Беларуси. Мы занимаемся спичрайтингом. В нашей небольшой команде 6 рабочих языков, не включая русский и белорусский. Также одна из членов нашей команды являлась автором доклада для ОБСЕ, и непосредственно с этим докладом она была приглашена на заседание Европейского парламента.
Также нельзя не отметить других членов нашей небольшой, но активной бельгийской диаспоры, чьими силами организовываются регулярные акции протеста возле Европейского парламента. А ввиду того, что Европейский парламент заседает достаточно часто, нам приходится выходить раз в неделю, а иногда и 2 раза в неделю. В общем-то, коротко, это то, что я хотела сказать. И единственное, что я могу добавить, это «Живе Беларусь». Спасибо, Ольга. К Ольге короткое дополнение, когда вы сказали, что нас удивит то, что в Ассоциацию белорусов Европы входит 8 человек, эти 8 человек женщины, так нас это никак не удивило. Это вполне ожидаемый результат. Все-таки у белорусской революции женское лицо. Спасибо. Теперь Михаил, это была шутка, и все уже давным-давно поняли, что у этой революции однозначно женское лицо. Спасибо. Ирина, вам слово, вы хотели задать вопрос. Добрый вечер, поважанное господарство. По-перше, великий дякую за то, что маю слово. Мы з Австрии, наша діаспора не вельми велика, мы, на жаль, не вельми моцно заявили об себе на інтернацыянальным узроўні, але дастаткова сур'ёзна ўжо цягам которого месяца распрацоўваем наступную ідэю. Австрия адметная сваёй гісторыяй дыпламатыі і нейтралітэту. В Европе это тая краіна, якая, так бы мовіць, застаецца у баку ад пэўных канфліктаў і, так бы мовіць, апошні прымае нейкае рашэнне. Так? Вось. І то, аб чым мы думаем, гэта было б вельмі файна, каб Аўстрыя сталася нейкай пляцоўкай, якая здолела арганізаваць па меншай меры круглы стол для перамоваў па выхаду з палітычнага крызісу ў Беларусі. Вось. І наше пытанне было б наступным, мы былі вельмі ўдзячныя кантактам, якія падказалі б нам, дапамаглі у кірунку палітыкі, дыпламатыі. Мы былі вельмі ўдзячныя, каб нам падказалі, якія інструменты нам патрэбны, каб камунікаваць з беларускімі палітыкамі, з беларускімі, аўстрыяцкімі палітыкамі, з аўстрыяцкімі інстытутамі улады. Вось, каб, так бы мовіць, такую пляцоўку для перамоваў, для дыскуссии у Австрии организовать. Ирина, спасибо большое за вопрос. На самом деле у вас в Австрии уже есть активисты, которые очень вплотную занимаются этими вопросами. Михаил, например. Но давайте я напишу в чат свою электронную почту. Давайте мы с вами свяжемся, обсудим это отдельно. Мы, конечно же, готовы вам помочь и сделаем это с большим удовольствием. Прекрасно. Спасибо, Ирина, спасибо, Ольга. Вы видите, мы сегодня не только выдаем информацию, но уже начинаем действовать. Да, не просто нетворкинг, мы просто сегодня рождаются проекты. У нас очень много волонтеров, которые нам помогают за кадром. Некоторых из них вы сегодня в обед видели. И у волонтеров, по-моему, уже огромные файлы накапливаются, куда собирается вся информация, все идеи за сегодняшний день. Итак, я хочу представить Бориса Суходреева. Борис – активист белорусской диаспоры из Израиля, в Израиле. И Борис хочет нам рассказать об очень интересной теме, на самом деле уникальной теме. Я думаю, этим занимаются многие диаспоры в мире, но в Израиле она особо актуальная, так как у них выделена специальная группа и довольно большой успех. И это тема продвижения белорусской тематики в локальных нерусскоязычных средствах массовой информации Израиля. Борис, вам слово. Шалом, уважаемая белорусская диаспора. Приветствую всех участников Конгресса и страны обетованной. Число бывших жителей Беларуси в Израиле насчитывает около 120 тысяч. Последние события показали, что бывших белорусов не бывает. Отдельное спасибо хочу выразить работе волонтеров и независимых наблюдателей при проведении выборов в посольстве, а также организации возможности голосования на платформе «Голос». Стоит отметить также как общественные, так и персональные инициативы. Многие из нас участвуют в персональной финансовой поддержке всевозможных существующих фондов, а есть кто-то, кто и занят аудиторством этих фондов. В Израиле мы провели уже более десятка акций поддержки, причем начались они еще задолго до августовских событий. Их география растянулась по всей территории нашей страны.
Каждая из них была широко освещена как местными русскоязычными СМИ, так и оппозиционными. Тутбай, Белсат, Радио Свобода, Еврорадио и многими телеграм-каналами, включая, конечно же, Некстер. Такая широкая огласка стала возможна благодаря постоянной интенсивной работе с изданиями и поставке им новостного видео и фотоматериала. Издания получают уже подготовленный пресс-релиз, включая текстовые медиафайлы, и лишь редактируют его. Во-вторых, проходят периодические интервью как в прямом эфире, так и в репортажах на местных телерадиоканалах, в которых я и другие наши участники рассказывают о наших предстоящих и нынешних акциях и происходящем в настоящее время в Беларуси. Мы также способствуем широкой огласке белорусской темы в ивритоязычных СМИ. Мы делимся с ними новостным материалом и согласовываем интервью с видными белорусскими деятелями. Таким образом, состоялось интервью с Ниной Богинской на Первом израильском канале. Ну а в самой читаемой газете «Исраэль Айом» было опубликовано интервью с Павлом Латушко и спортсменкой Александром Герасименя. Также была опубликована статья о репрессиях, следовавших за возложением цветов у памятника жертв Слуцкого гетто. На израильском русскоязычном радио «Река» прозвучало интервью с Ольгой Карач, белорусскими политологами и журналистами Артуром Шрайбаном и Львом Лурие, а также Павлом Латушко. Ознакомление с белорусской тематикой ивритоязычных израильтян проходит и через социальные сети. Параллельно с тематической русскоязычной группой была создана и страница на иврите, на которой публикуется всевозможная информация о белорусском протесте и репрессиях. Помимо традиционных масс-медиа, я также участвую в проекте «Белдиаспора ТВ» и способствую организации концертов белорусско-израильских исполнителей в Минских дворах. Так недавно состоялся концерт Ани Хитрик и трансляции нашей беседы, связанной с поляризацией мнений в семьях. Но и на этом наши медиапроекты не заканчиваются. В настоящее время мы ведем работу над созданием музыкального клипа при участии известной белорусской фольк-певицы Ирины Котвицкой. Клип будет посвящен традициям и культуре, белорусским диалектам и женской эстетике протеста в древних и особенных местах силы. Мы также хотим показать органику солидарности диаспор в борьбе белорусских женщин за свои права и свободу. Поэтому мы включили документальные съемки как израильских акций поддержки, так и акций США, Италии, Германии и других стран. Друзья, мы будем рады как медиа, так и любой другой вашей поддержке и нашему дальнейшему сотрудничеству. Несмотря на то, что мы живем в разных странах, нас объединяет одно. Это изменение к лучшему в нашей бывшей с вами родине. Живи Беларусь! Борис, огромное спасибо. И тоже очень много слов благодарности идет уже в наших чатах по разным каналам, по разным медиам. И ваша диаспора в Израиле меня не устает удивлять. Она настолько активная. Если я утром просыпаюсь и вижу мой телеграм, то если из других групп, из других диаспор есть где-то по 50-60 сообщений, вы иногда зашкаливаете за 1000, в четырехразрядном месте. И еще одна маленькая история про диаспору в Израиле. Когда мы готовили Exit Pool, то начали связываться с вашими активистами в Израиле, наверное, даже прямо с вами, и нам очень долго объясняли, почему никак невозможно сделать в Израиле Exit Pool, потому что это шаббат, транспорт не ходит, невозможно добраться и так далее. Потом все-таки сказали, дайте 5 минут. Через 5 минут у меня раздался звонок, и была одна фраза. Начинаем, присылайте информацию. И Exit Pool вы провели просто прекрасно. Это была одна из немногих стран, где посольство было практически все время под вашим наблюдением, и прекрасные результаты показали. Еще раз спасибо за вашу работу. Двигаемся дальше. Перед тем, как я представлю следующего участника нашей панели, я хотел бы искренне от сердца извиниться перед представителями других диаспор, которых сейчас нет на нашей секции, которых не видно на панели. Последних несколько дней у меня была очень-очень сложная миссия просто отказывать людям, потому что желающих было так много, и все хотели участвовать в наших секциях, все хотели участвовать в нашем конгрессе как спикеры, но, к сожалению, мы настолько ограничены во времени, что не смогли дать всем слово, но мы ни о ком не забыли, мы будем работать со всеми, и мы ни от кого не закрыты. Еще раз, от чистого сердца я извиняюсь перед тем, кого сейчас нет с нами на панели, но вы с нами вместе в нашем сердце. Переходим дальше, и я хочу представить, мне уже даже, наверное, представлять не надо Андрея Дашкова. Андрей сегодня прошел через все часовые пояса, через все темы, и снова с нами, и в данном случае уже как представитель
диаспоры из Канады. Андрей – инвестиционный аналитик, он координатор нашей финансовой группы Объединения свободных диаспор Беларуси зарубежья. И, Андрей, тебе сейчас будет слово, и у меня большая просьба еще раз объяснить на конкретных примерах, очень доходчиво, просто функцию новой инициативы ihelpbelarus.org, вашего сайта. Как я понимаю, мы уже дискутируем этот счет, это вот та самая прорезь в копилке, куда будут падать денежки, на которые собирают общины по всему миру. Как это будет работать, насколько это будет прозрачно, буквально за пару минут буду очень благодарен, если ты вложишься. Тебе слово. Да, спасибо, Михаил, конечно. Ты прав, но ты прав только отчасти, потому что та инициатива, над которой мы работаем, ihelpbelarus.org, это не только прорезь в копилке, в общей копилке мировой белорусской диаспоры, но это и сама копилка. Мы видим этот проект ihelpbelarus.org как инвестиционный фонд, как траст, как вот этот кошелек белорусской диаспоры за рубежом, который работает с другими фондами, с проектами, с инициативами, с частными людьми даже, которые имеют выход на волонтеров, знают, что нужно сделать, знают, как помочь Беларуси избавиться от репрессий, стать более свободной и страной с более высоким уровнем гражданского общества. Идея создать эту инициативу просто возникла сама по себе как результат такой эволюции международной канадской, международной белорусской диаспоры, потому что на определенном этапе мы поняли, что всю профессиональную и финансовую мощь белорусской диаспоры можно направить в очень прозрачным способом с тем, чтобы помочь как можно большему количеству людей, как можно более эффективно и в соответствии с самыми высокими стандартами доверия и прозрачности. Поэтому мы открыли этот сайт ihelpbelarus.org, к нему привязан фонд, в который уже сегодня можно делать донейты. На самом деле одно из моих выводов по поводу моих просьб к представителям белорусской диаспоры, это, пожалуйста, обращайтесь к нам, пожалуйста, делайте донейты. Если у вас есть вопросы, то я с радостью на них отвечу. Я занимаюсь инвестиционным анализом уже почти 15 лет. В любые какие-то вопросы по финансированию я с радостью отвечу. Команда у нас уже довольно большая, нас более 20 человек уже сейчас. Среди нас инвестиционные аналитики, такие как я, бухгалтеры, аудиторы, то есть люди, которые профессионально работают с финансами за рубежом и очень долго. На данный момент мы строим диалог с существующими фондами, которые занимаются совершенно разнообразными инициативами. И некоторые из них уже прошли процедуру нашей верификации, которая есть. Мы верифицируем фонды, мы не просто даем им деньги, мы задаем им довольно большое количество даже неудобных вопросов, потому что нам нужно понять, как они работают, какой уровень прозрачности у них есть. Фондов-партнеров у нас уже несколько, инициатив мы предварительно уже тоже сформировали несколько. И я могу сказать в общих числах, что уже сейчас, на сегодняшний момент, мы работаем над некоторыми сложными инициативами, и если все будет хорошо, я думаю, что все будет хорошо, то мы вполне сможем помочь уже более 600 людям в ближайшее время. Поэтому мой месседж к диаспорам – это, ребята, обращайтесь к нам с помощью, делайте донейты, обращайтесь к нам за помощью. Мы – это банк диаспоры, мы – это платформа, которая поможет вам ускорить и как можно более эффективно сделать то, над чем мы все работаем. Спасибо, Андрей. Снова у нас есть вопросы к тебе, но я, наверное, отправлю все эти вопросы на ваш сайт, потому что там все прекрасно расписано, потому что мы немножко уже время перетянули и будем двигаться дальше. Андрей, еще раз огромное спасибо за твою работу. И, если честно, я до сих пор тоже не понял, как ты это все успеваешь. Совмещать свою основную работу с той огромной активности. Ты фактически 24 часа в сутки, по-моему, действуешь. Когда бы я не вышел на какой-то созвон, на какой-то зум, я всегда тебя там вижу. Еще раз большое спасибо. У нас много вопросов накопилось. Я, наверное, выберу из них несколько самых важных, и потом вернемся снова к Олесю и дадим ему слово. У нас очень много вопросов однотипных, и все направлены на том, как найти ту или иную диаспору. Например, ищет диаспору в Италии, ищет диаспору в других слов. И я не знаю, кто может ответить на этот вопрос. У нас на предыдущих секциях, связанных с медиа, представлялся проект «Суполка», который как раз занимается сбором этой информации, и на их сайте можно найти. И я возвращаюсь к Олесю, Олесь Сапека. И я вас уже один раз представил, но повторюсь еще раз, так как у нас была техническая проблема. Надеюсь, сейчас вы с нами. Олесь? Так, добрый день, добрый вечер. Спасибо.
Тогда я вас представлю до конца. Вы руководитель белорусской диаспоры в Швейцарии, президент благотворительного фонда Марии Магдалены Радзивилл. Олесь известен тем, что приложил немало усилий для переноса праха знаменитой белорусской меценатки Магдалены в Беларусь, а также тем, что он приложил много усилий для того, чтобы в Швейцарии появился памятник Костюшка. Кроме этого, он здесь работает уже много лет в Консультационном совете белорусов зарубежья при МИДе. Этот совет играл на самом деле очень большую роль много лет и связывал нас, белорусские диаспоры, нашей Родиной. К сожалению, в свете последних событий и особенно позиции председателя этого совета, министра иностранных дел Макея, который своей 100% поддержкой террора, который сейчас идет против нашего народа, абсолютно дискредитировал этот совет и поставил его фактически на грань и на другую сторону баррикад. Олесь, вам слово, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, какой она была, какая она сейчас и какой выход из нее. Добрый день. Ну, безумоўна, зараз, может быть, вы бачили, что и з'является так само негативные критики, артикулы у бок и консультативного совета, и, как вы кажете, председателя Владимира Макея. И выказывается недовер до чальцов консультативной рады, совета. Это менавіта ў мой бок так само камень. Я ў гэтым кансультатыўным совете ўжо 4 гады, і трэба сказаць, што даволі прадуктыўна совет адбываўся, праходзіў, ёсць і вынікі пэўныя, ёсць нейкія прамежутачныя результаты. Там хотел зрабіць поправочку. Я буду так само глядзець пытанні в чатах, якія люди задаюць, і, может быть, паспяхова буду і адказваць на іх адразу. Перед гэтым выступала наша глыба Алена Маковская. Она вельмі шмат уже што распавяла пра супрацу дыяспоры, супрацу дзяржавы. Менавіта кансультатыўны совет займаўся першым дакументам, які робя нашу супрацу беларусаў замежжа, ну, ввогуле для Беларусі легітымна і нейкай зразумелай, тому што перад гэтым все наши, як бы там ни было, як бы мы ни называліся, наши суполкі з'яўляліся для Беларусі ввогуле не беларускімі, а просто замежнымі арганізацыямі. І дзякуючы менавіта кансультатыўнаму совету, дзякуючы менавіта супрацоўнікам МЗС і спадару Макею, і была распрацавана і зацверджен быў закон беларусаў замежжа, па якому Беларусь мае нейкія інструменты супрацоўнічаць з беларусамі за мяжой. Вось. На дадзены момант я лічу, што тая крытыка, якая была зараз у апошнія дні паступала праз СМІ у бок кансультатыўнага совета і кіраўніка, ну, яна не зусім, я лічу, суб'ектыўная, тому што, па-першае, з тых 30 чалавек, якія былі у кансультатыўным совете, іх выдалілі з гэтага складу па прычыне крытыкі або непадтрымкі сённяшніх падзей. Вось, і таму выказваць чальцам кансультатыўнага совету недавер, ну, гэта не то, што абражае, но это неправільна, я лічу. Як мінімум таму, што гэтыя людзі якраз такі, хоць і з'яўляюцца ў гэтым совеце і працавалі на імя радзімы, на імідж радзімы, выказваць такі недавер, а перадусім іх увогуле адтуль выкрэсліць, таму што яны не падтрымліваюць вось так слепа і крытыкуюць той гвалт, які адбываецца ў Беларусі. Нягледзячы на тое, в гэтым совеце разглядаліся розныя пытанні ад дапамогі і падтрымкі беларускіх школ за мяжой, Літва, Латвія, Польша і такія ж самыя праекты, як рабіліся ў Швейцарыі, усталяванне першага помніка Касцюшку, адкрыццё памятнай дошкі Васілю Быкаву. Все гэта рабілася менавіта з падтрымкі кансультатыўнага совета і з падтрымкі самога гаспадара Макея. Таму я бы не выказваўся тут адназначна у бок кансультатыўнага совета, але ёсць за што і сказаць дзякуй. І ёсць за што і крытыкаваць. Наша задача кансультатыўнага совету былі гэта папулярызацыя беларускай культуры, традыцыі, ідэнтыфікацыі нашай беларускай за мяжой,
узмацнення беларускага іміджу за мяжой. Вось. Ну і дыялог паміж беларусамі замежжа і Беларусі. Так, на кансультатыўным савеце разглядаліся пытанні аб вось карце паляка, карце беларуса, аб спрашчэнні рэгістрацыі пабежнікаў па месту прыбыцця ў Беларусі і так далей. На дадзены момант гэта не мае аніякага значэння, так з большасці трэба сказаць, па-першае, гэтая структура сама упразнена, яе больш амаль, в прынцыпе, амаль няма, акрамя таго, што могуць в наступным годзе набраць іншых чальцоў гэтай рады, вось, бо на дадзены момант у гэтай радзе нікога больш няма. З іншага боку, ўжо шмат было разоў агучана, што Беларусь абірае развіццё, аднавектарнае развіццё, і супраца з беларусамі замежжа будзе, я думаю, моцна абмежавана. І хочацца з іншага боку верыць, што масты не будуць спалены, і Міністэрства замежных спраў і дзяржавы ўсё ж такі будзе цікавіцца і налажваць гэты дыялог. Ён патрэбен, рана ці позна ён все равно будзе. Олесь, спасибо большое за вашу оценку. И если ваши мысли о том, что критика к членам Конституционного совета может быть где-то через линию переходит, хотя многие диаспоры имеют другое мнение и принимали активное участие в разговорах с членами совета и ожидали от них хотя бы каких-то публичных заявлений, то ваше мнение о том, что председатель совета Маккей не должен попадать под эту критику, меня очень удивляет. Несмотря на все заслуги нашего министра иностранных дел, то, что происходит в последние месяцы, и его высказывания, это переходит всякие границы. И, по-моему, критика не только обоснована, но мы, как сообщество белорусов зарубежья, предъявили Маккею ультиматум, пригласили, кстати, его на наш конгресс, на который он не пришел, и теперь мы заявляем открыто, что Маккей не наш министр иностранных дел, мы находимся за границей, он нас раньше представлял, но больше не. Что далее? Ну вот вы заявили ультиматум, что далее? А по-другому то, что он придет, ну это так само было глупо чекать, что он придет. По-другое, что критику, конечно, коли есть за что критиковать треба, и критика повинна быть конструктивной. Вось, але я кажу про то, что коли есть за что казать дякуй, то треба и казать дякуй. Вось, і я готовы казаць дзякую ўсім тым, хто дапамагае супрацоўнічае якраз такі на імя дзяржавы і на імя рэпутацыі і іміджа. Гэта і Алена Маковская, гэта і Алесь Чайчыц, і гэта і я, і іншыя. Гэта цэлая каманда, і ўжывацца нам так или інакш непроста. Вось, і галоўна транспарентна казаць адзін аднаму вочы крытыку альбо падзяку. Олесь, спасибо огромное за ваше мнение, за вашу, я не хочу сказать в данном случае смелость, но на самом деле открытость высказать свое мнение здесь, на нашем конгрессе, хотя она не совпадает с мнением большинства здесь находящихся. И у меня к вам есть одно предложение. Оставайтесь с нами буквально через час. У нас будет еще одна секция, как раз, которая будет отвечать на вопрос, и что дальше. Мы выразили наше недоверие Маккею, мы сказали, что он не наш министр иностранных дел. И, конечно, это не пустые слова должны остаться. У нас есть предложение, что должно быть дальше, и мы его рассмотрим на панели в секции, которая будет через час. Оставайтесь с нами. Спасибо. И также спасибо всем участникам, которые с нами сейчас были, и мы двигаемся дальше.